Все это началось еще в январе 91 года. Коалиция 33 государств также не договорились и начали вторжение в Ирак. Ну, Ирак вывел войска из Кувейта, и они его оставили в покое. Но в 2003 году повторили и оккупировали его. В 2001 Афганистан. То есть идет борьба, столкновение двух цивилизаций, мусульманская и христианская, западно-христианская в основном. Причина, конечно, в первую очередь нефть, газ и транспортировка нефти и газа по всей планете. И сопротивление исламских стран. Они сопротивляются, они ведут борьбу, террор против Америки и других стран. Поэтому надо как-то эту проблему решать. Вот сейчас очередная оккупация Ливии. Значит, уже две страны оккупированы полностью, другие под контролем. Вот в Ливию нужно снова ввести войска, установить там базы, новое правительство коалиционное такое, марионеточное будет создано, которое разрешит американцам разместить там свои базы, порты для захода 6-го флота Средиземноморского и так далее. И будут вражда между странами. Вот Катар, там еще небольшие витринные государства поддерживают эту агрессию, а остальные-то не будут никогда. То есть будет напряженная обстановка, то есть сомализация. Вот как в Сомали, и нужен такой вариант, что нет никакого управления, хаос, нету власти, кругом наркотики, кругом теракты и как бы повод для вмешательства. И везде там нефть, газ, уран, так сказать, все нужные ресурсы, которые будут помогать дальше экономике Европы и США, поскольку это за бесплатно можно будет оттуда вывозить. То есть новая колониальная политика, так еще можно назвать ее. Ну а конечная цель, конечно, это Иран взорвать, поскольку в том Бахрейне уже там столкновения сунниты-шииты, в других местах, там и Хезболла, и Хамас, Ливан или Сирия. И это в конечном итоге они попытаются ликвидировать режим в Иране, так сказать. И через Иран они подойдут к нашим границам Кавказа, поскольку большое количество беженцев хлынет на Южный Кавказ, там будет дестабилизация. Талибов они вернут в Кабул, базы сохранят и будут заниматься Пакистаном, а в это время талибы будут заниматься Средней Азией. И там тоже взрыв, там то же самое будет. Убрать диктаторов Назарбаева, Рахмона, Керимова, сидят по 20 лет, все там свобод нету, то на улице вышли на улицу. И все это хлынет нам Урал и Сибирь, Южная Сибирь. И таким образом они с запада будут блокировать Китай, поджигать там мусульманские регионы, уйгуры, Кашгары, Дунганы, и ослаблять Россию за счет, так сказать, толпы беженцев, миллионных беженцев со стороны Кавказа, из Ирана. И дальше Турции займутся. И все это практически сценарий, он уже идет. Эпизод за эпизодом, Третья мировая война. Мировая, потому что вовлечены все страны, Европа, Америка, вот США, Канада. Будем считать, что американский континент втянут в войну. И вся Европа втянута, весь блок НАТО сейчас начинает бомбить Ливию. И они все находятся в Афганистане. И частично многие из них находятся в Ираке. И сейчас вот все флоты, авиация действуют в районе Африки. То есть налицо очередная фаза Третьей мировой войны. Итог ее – это разгром мусульманских стран, полный контроль нефтегазовых источников для Европы, для США, и резкое ослабление Китая и России, поскольку у России свои мусульмане есть, и будет неспокойно Урал, Сибирь и центр России, а Китай с запада взорвать его через мусульманские регионы. Убрать соперника, сверхдержаву Китай, не дать возможность подниматься России и исключить угрозу со стороны исламского мира. Как кость с барского стола разрешат им разгромить Израиль. Забирайте Израиль к черту, так сказать, но бейтесь между собой. Меняйте там, делите территории, боевиков воспитывайте еще, устраивайте теракты внутри себя, в других странах, в Европе, в России, всех запугивайте. Вот она идет, Третья мировая война. Все это Запад, как он был, таким мерзким, отвратительным. Все колонии оттуда были. Все эти были колонии под Британией, под Францией, под Италией. Все продолжается. Только, естественно, современные флаги, наоборот, за свободу они якобы. За свободу сейчас будут уничтожают все мусульманские страны. За свободу, так сказать. Россию мучают тоже за свободу якобы. Это все, как бы, задача им золотой миллиард. Вот они, США, Канада, Европа, золотой миллиард. Они должны жить хорошо. Никакой кризис не должен
ухудшать их материальное положение. Господин Жириновский, Николя Саркози на экстренном саммите в Париже заявил буквально следующее. Вместе с нашими арабскими, европейскими и американскими партнерами Франция готова выполнить свою роль в истории. Конец цитаты. Саркози при этом отметил, что начало операции в Ливии полностью соответствует мандату Совбеза ООН. Франция действительно самостоятельна в принятии подобных решений? Или здесь очевидно прямое давление Вашингтона? В принципе, им, конечно, выгоднее делать чужими руками. Саркози это выгодно, чтобы получить поддержку на выборах на будущий год, иначе он проигрывает выборы президента. Кэмерону выгодно закрепиться, потому что он только-только стал премьер-министром. Канада давно уже скучает в отрыве, так сказать, от всех событий. То есть всем американцам выгодно. Они всех подталкивают к участию в конфликте, как главный дирижер. Вот это как бы консерватория, филармония. Главный дирижер США, а отдельные музыканты, так сказать, Ростроповичи там, и Ойстрахи, и Коганы, скрипач, виолончель, вот они выполняют свои функции. Франция рвется быстрее всего, поскольку там самый большой компромат на Саркози. И через год у него выборы, он их проиграет. Им нужна победа, что он вернется, выгнать всех арабов из Франции, вернуться победителем из Ливии и так далее. Вот всем им выгодно все это. Так сказать, Китай проигрывает здесь, исламский мир проигрывает. Россия чуть-чуть экономически, может быть, видимость есть, что вроде бы цены на нефть большие, но потом они рухнут резко. На Смоленской площади пока воздерживаются от комментариев. Как поведет себя официальная Москва и как должно повести себя руководство страны в данной ситуации? Это вновь будет нейтралитет? Мы с 2001 года идем на поводу у США. Когда случились события 11 сентября 2001 года, в Кремле нас собрали. Сказали, что делать. Я предложил занять нейтральную позицию, обратиться к мусульманским странам, что не волнуйтесь, так сказать, никто на вас не нападет, и проявите солидарность друг с другом. Но решили, наоборот, стать под знамена Буша и открыть дорогу для оккупации Афганистана. И на сегодняшний день мы уже не только тогда разрешили, а сейчас мы уже разрешили, реально участвуем, давая возможность пролетать на нашей территории и так далее, и так далее. То есть это наша ошибка. Закрыли глаза на Ирак, мы были против, но ничего не сделали, и там не требовалась резолюция Совета Безопасности. Буш так обнаглел, что он даже в ООН не обращался. Но сейчас Обама обратился в ООН, и они все. И мы там могли применить право вето. Мы это не использовали. Мы не поддержали последнюю резолюцию, но мы ее и не остановили. Мы могли остановить, выступить против, но мы этого не сделали. Поэтому мы практически соучастники этой авантюры, и ничего не выиграем здесь. Будем, так сказать, в обозе натовском, на самых последних повозках, мы, так сказать, как пассажиры случайно находимся, и никакой пользы от этих авантюр не получим, а ухудшение получим, поскольку мы соучастники авантюры в Афганистане, получается, в Ираке и сейчас в Ливии. Есть ли другие способы и инструменты давления на участников коалиции? Выступить с протестом. Никакого военного вмешательства. Никакие самолеты, никто не имеет права бомбить. Есть резолюция, Каддафи приглашает комиссии. Вот давайте поедем туда. ООН приглашает генерального секретаря, от ЕС приглашает, он приглашает от стран отдельных, допустим, Германия, которая не очень активно участвует, здесь Россия, может быть, там другие страны, но никто ничего не делает. Никто ничего не делает, так сказать, со стороны России. Германия, не знаю, что они будут делать, но все страны в основном участвуют. Там и Дания, и Норвегия. То есть им выгодно, это же репетиция хорошая, тренировка хорошая. Ведь одно дело в тире учиться стрелять, или какие-то там учения, а тут настоящая война. Делай все, что хочешь, южное направление, тепло, там уже плюс 25-30, море, все, финики, пальмы, так сказать. В тире пострелять. Африка, как такой тир хороший. Давай, убивай там этих арабов, аборигенов, обезьяны эти, швыряй их, убивай их, бери в плен, пытай и так далее. И деньги можно заработать большие, поскольку там ливийская нефть самая легкая, самая выгодная для переработки, она самая такая качественная. Ее все хотят, потому что она легкая. Наша нефть тяжелая. Она легкая и сразу добывается здесь рядом, ее перетранспортировка выгодна. То есть экономически выгодно завладеть ливийской нефтью. И в центре Африки, так сказать, налево, направо весь арабский мир держать можно будет. Господин Жириновский, ситуация несколько парадоксальна. Официальный Триполи накануне после вступления в силу резолюции Совбеза ООН объявил о прекращении военной операции на территории Ливии. В то же время сегодня поступали сообщения о падении последнего оплота оппозиции города Бенгази. И именно после этого в Париже объявлено о начале воздушной операции против режима Каддафи. Реально он в состоянии был все завершить с оппозицией, потому что никакой оппозиции нет. Все это наемники, агенты, Аль-Каида там, или африканские наемники. Все это специально. Народ, я там много раз был.
Это самый богатый народ среди арабского мира. Там население 6 миллионов. И бюджет 6 миллиардов. Представляете, сколько денег у них? Поэтому там все учатся, все высшее образование, все живут, все работают, все отлично. Там народ никаких не имел оснований выступать против своего руководителя режима. Он же власть установил народную. То есть там везде действуют коммуны и народные комитеты. То есть решайте все, считайте нужным. Вот деньги, все деньги у вас, решайте. То есть никакого там не было желания у кого-либо сопротивляться Каддафи, поскольку он сделал куда больше, чем многие европейские страны. Это все наемники. Ну сейчас они что? Какая может быть опасность? Конечно, он может подготовили смертников, какие-то самолеты могут долететь до Парижа и врезаться там в Эйфелеву башню там, или в Елисейский дворец. То же самое по Лондону могут нанести удар. Возможно, там уже засланы люди-террористы, они могут там теракты произвести в тех столицах. Ну, скорее всего, это Лондон и Париж, потому что там это Дания, маленькая страна, Норвегия, может быть, Дания. Может быть, и в США, в Канаде что-то не устроят. То есть, как ответная мера, это теракты на территории стран-агрессоров и вплоть до применения химического оружия. Там, где это будет возможным, потому что самый лучший вариант химическое оружие, это же не надо же самолетов, так сказать, особых. То есть он, конечно, может ответить в состоянии агонии, загнанный в угол, ему ничего не остается, потому что, естественно, его или свои убьют, или же американцы под суд отдадут, и, вернее, там же будут судить, и как Саддама Хусейна повесят. Поэтому он все это понимает прекрасно, и он будет идти ва-банк. И здесь у него возможностей больше, поскольку у него более свободный режим был, блокада была не столь долгая и не такая глубокая, как у Саддама Хусейна, и у него больше связи было со всем миром. Возможно, у него есть какие-то варианты все-таки нанести удары в основном по Франции. Франция этого и боится. После Ливии, я думаю, что-нибудь такое Саудовская Аравия, такой крепкий орешек. И там огромное количество нефти. То есть им выгодно там, где нефть. Что им Тунис? Бен Али сбежал, там только туризм и все. Египет тоже пустой. Вот. Иордания тоже пустая. Вот. Сирия тоже там ничего практически нету. Вот. Им выгодно теперь только вот Саудовская Аравия. Кувейт и так под ними. То есть многие страны под ними. Сегодня последний орешек такой Саудовская Аравия. Там как бы старая эта монархия. И трудно им там влиять. И там самые большие запасы нефти. После этого они будут заниматься Ираном. Потом Пакистаном. Потом Турцией. И так это все будет длиться до 30-го года. Когда уже окончательно нужна будет схватка с Китаем. Когда Китай станет сверхдержавой, и нужно будет нанести удар по нему. Вот будет готова пятая колонна в лице мусульманского района западного Китая, это миллионов 20-30 населения, его может тайно вооружить, и это тоже будет хороший такой взрыв недовольства, вот, и попытка разломить Китай, заслать туда Горбачева, какого-то перестройка, чтобы перестал существовать. То есть главная цель это вот создать хаос в исламском мире, ликвидировать Иран. Тоже нефть, газ. Вот сейчас будет Саудовская Аравия, следующий Иран. И полный контроль над всей мусульманской нефтью и газом. Все, это огромно, это 80% нефти и газа. У нас там 10-15%. Все остальное это и мусульманские страны. И после этого, и плюс это враждебный режим, особенно, допустим, как Иран. Вот. И единственное, вот, я говорю, кость в горле, они могут бросить, разрешить уничтожить Израиль, чтобы как-то успокоить. Так вот, кнут, и вот пряник вам. Вот кнут, и вот он пряник. И вот потом это вот к 30-му году столкновение с Китаем. Столкнуть его там с Японией, Кореей, Тайвань, мусульманские регионы, с Индией. А до этого Индию разлить через Пакистан. И там, возможно, применение ядерного оружия. То есть сценарий расписан до 50-го года. До 50-го года. И Россию готовна здесь судьба такого маленького государства, ничего не значащего, которое должно будет принять беженцев, если слишком их много будет. Если где-то надо, дополнительно дать энергоносители на время, пока там, допустим, будут перекрыты трубы с какой-то мусульманской страны, как сегодня с Ливией. Вот такой у них сценарий. Колония, то есть новая колониальная империя во главе США. И у США свой, так сказать, военный отдел, НАТО. Вот так они будут пытаться руководить миром еще 20-30 лет. И любой экономический кризис они будут выходить за счет третьего мира. Исламский мир, Россия, Африка, Латинская Америка, Китай. То есть проблемы будут у них постоянно экономические, но выход будет за счет ухудшения жизни 5-6 миллиардов, но чтобы хорошо жил золотой миллиард Канада, США и Евросоюз.